Здравствуйте, меня зовут Хлопотов Илья, я ученик 9 класса. Тема моего проекта – пожарно-прикладной спорт как фактор, способствующий профориентации выпускников школы на примере МБУСОШ №1 городского округа Житай. Актуальность моей темы заключается в том, что проблема профессиональной мотивации в настоящее время приобретает особое значение, так как отношение к будущей профессии – правильная и эффективная мотивация являются чрезвычайно важными факторами, обуславливающими успешность выбора профессии. Цель проекта – определить влияние пожарно-прикладного спорта на профессиональный выбор выпускников школы №1 городского округа Житай. Задачи – изучить историю развития пожарного прикладного спорта Российской Федерации, определить уровень развития пожарно-прикладного спорта в МБУСОШ №1 городского округа Житай, провести сравнительный анализ профессиональных предпочтений и поступления в вузы выпускников. Гипотеза. Дополнительно образование может быть стимулятором для выбора профессии. История берет свое начало в 1937 году. В 1964 году была основана Федерация пожарного прикладного спорта в СССР. В 2001 году впервые в истории по инициативе России была создана Международная спортивная федерация пожарных и спасателей со штаб-квартирой в Москве. В январе 2009 года в нашей школе совместно с ВДПО города Якутска было принято решение создать дружину юных пожарных боссов. Бесстрашные, отважные, смелые пожарные. Поставили цели. Первое. Совершенствование системы обучения школьников основам пожарной безопасности. Второе. Проведение среди детей и подростков разъяснительной и агитационно-массовой работы, направленной на предупреждение пожаров от неосторожного обращения с огнем. Третье. Приобретение навыков пожарного дела, оказание помощи взрослому населению при тушении пожаров, применение первичных средств пожаротушения, оказание первой медицинской помощи пострадавшим. Четвертое. Обеспечение помощи в охране общественной собственности и имущества школы граждан в случае пожара. Перед вами изображены моменты из жизни боссов. Пожарная дружина БОСП является постоянным участником республиканских и всероссийских соревнований, где занимают призовые места. Еще 12 лет назад самыми популярными профессиями в нашей школе были экономисты, программисты, маркетологи и другие. Но с подъемом патриотического воспитания профессиональные предпочтения стали изменяться. Было проведено анкетирование участников команды на определение отношения к пожарно-прикладному спорту. Результаты показали следующее. Занятие пожарно-прикладным спортом доставляет удовольствие у 100% учащихся. Планируют связать свой профессиональный выбор с МЧС всего 12%. Заботятся о своем физическом здоровье 82%. Занимаются этим видом спорта, так как считают его оптимальным для развития физических качеств 58%. Нравится участвовать в соревнованиях все 100%. Начиная с 2013 года ежегодно наши выпускники выбирают профессию пожарного спасателя. Еще совсем недавно выпускники школы не могли определиться с будущим выбором, но сейчас уже многие знают, что свяжут свою жизнь с профессией, навыки которой они получают в школе. Гипотеза «дополнительное образование может быть стимулятором для выбора профессии» подтверждена. В заключение могу сказать, что интересный и тяжелый пожарно-прикладной спорт помогает решить проблемы занятости молодежи, развивает физически и духовно, подготавливает к вступлению во взрослую жизнь. Каждый день сотни огнеборцев самоотверженно усмиряют огненную стихию. Благородная профессия пожарного всегда пользовалась уважением и почетом. Пожарные олицетворяют собой спокойствие, надежность и, главное, помощь тем, кто попал в беду. Человек, рискующий самым ценным
жизнью ради спасения других жизней герой. Однако за героическим образом стоит тяжелый и рутинный труд. Ежедневные изнуряющие тренировки формируют стойкость духа, волю к победе и готовность без страха и сомнений первым вступить в борьбу с огнем. Высокие профессиональные и моральные качества формируют стержень человека, определяют его готовность к самоотвержению ради спасения людей. Подготовка профессионального пожарного требует комплексного подхода. Одной из важнейших его составляющих является физическая подготовка. В экстремальных ситуациях, когда необходимо за считанные секунды принять решение и сделать все возможное для спасения жизни людей, невозможно себе представить физически неразвитого человека.